попробовать местные груши, только никому не рассказывайте, хочу как в детстве, не мыть. Точно, как в детстве. Тебя отдаем потом, пора начинать передачу. Селям алейкум, с вами Харун Татар Емиклері. Вот в таком вот благодатном месте мы с вами находимся, место под названием Терс-Хонда. Как всегда, позади нас наш любимый, замечательный Крым. Чатырдах за нами присматривает, а мы присматриваем за тем, чтобы у вас не заканчивались рецепты национальной крымско-татарской кухни. С вами Алим Аблаев, актер театра и кино. Немного готовлю и сегодня приготовлю специально для вас блюдо под названием нохотлы-эт. Как вы успели догадаться из названия, блюдо из нохута, или как его обычно называют, из нута. Блюдо довольно-таки простое, но очень-очень сытное, вкусное, интересное. Давайте начнем. Для начала пробежимся по ингредиентам. У нас, понятное дело, нут и мясо, нохотлы-эт, как бы, лук, морковь, чеснок и протертые томаты. Либо вы можете взять томатную пасту. Готовить все это я буду на курдючном жире с примесью обычного растительного масла. По специям у нас все стандартно, как обычно: соль, черный перец, зира и кориандр. Все просто, но есть свои нюансы. Поэтому я здесь, давайте с них и начнем. Первым делом, о чем хочется сразу сообщить, что нут, это для тех, кто готовит это блюдо в первый раз, потому что наверняка многие хозяйки знают, нужно предварительно замочить минимум на 4 часа. Это минимум. Но если вы хотите добиться максимально положительного эффекта, добавьте его в воду минимум на 8 часов. Есть крупный, золотистый, он варится быстрее, он помягче будет. И есть вот такой вот мелкий, как у нас. Он довольно-таки крепкий, долго варится, и он темнее. Я, конечно же, его предварительно замочил и отварил. Почему я это сделал? Потому что у нас сегодня одна емкость, как вы видите, мы на природе. И для того, чтобы не разделять этот процесс, я предварительно нут отварил. Вот так он выглядит в уже полуготовом, так сказать, состоянии. И еще один маленький лайфхак. Для того, чтобы он у вас получился более мягким, добавьте в воду буквально 1,5 чайной ложки пищевой соды. Это размягчит кожуру нута, сделает его более мягким и приятным на вкус. По нуту прошлись. Нут у нас, мы его замачивали с вечера. Мы его отварили. Буквально минут 20 он у нас покипел вместе с содой. Все. Окей. Курдюк. Неотъемлемая часть крымско-татарских блюд, потому что бараны были неотъемлемой частью быта крымских татар. И вместо растительного масла у нас часто использовали именно бараний курдюк. Мы его порежем мелкими кубиками и закинем в казан в уже готовое, почти раскаленное масло. Масло у нас сегодня не рафинированное, подсолнечное. Вот в него мы и добавим наш курдюк. Мясо у нас килограмм баранины. То есть примерное соотношение таково: на килограмм мяса приблизительно у нас уйдет около 600 грамм нута. Почему 600? Потому что когда он разварится, его будет очень много. Эта вещь довольно-таки сытная. И помимо всего прочего, это еще и само по себе второе мясо. Например, ялубойляр его называли вторым мясом, потому что в нем содержится куча всяких полезных веществ. Углеводы, белки, полезные жиры. Все здесь. Вот такой прикольный продукт. Конечно же, лук порежем, добавим также в казан. Морковь тоже порежем, но крупно, не как обычно в шорба. Чеснок добавим и, как я уже вам сообщал, протертые томаты. Либо томатную пасту, кому как удобно. Итак, давайте начнем с разделки мяса. Мясо нарезаем не крупными кусочками. Если кто-то смотрел и помнит выпуск про алюшке шорбасы, то примерно такого размера и мясо нарезаем, как в том рецепте. То есть небольшими кусками. Помните о том, что они у нас ужарятся, сделаются еще меньше, поэтому совсем не мельчите. Но и сильно крупными делать их тоже не нужно. В этом рецепте мясо у нас должно запечататься, покрыться аппетитной карамельной коркой.
и должно дополнять наш нохуд. Оно должно быть не главной скрипкой в нашем блюде. Также важный момент относительно мяса в этом блюде. Если уж говорить на чистоту, то изначально это блюдо подавалось, конечно же, без мяса, потому как нохуд сам собой это мясо заменял. Сегодня мы себе можем позволить мясо добавлять практически всегда и практически в любое блюдо, поэтому мы этой возможностью воспользуемся, мясо добавим. Но так же, как, допустим, в шорба наших крымско-татарских, есть несколько видов приготовления, вернее, начала приготовления этого блюда. Можно сделать по принципу хаурма шорбасы, то есть мы зажарим наше мясо. Можно сделать по принципу шурпы классической, то есть мы его опустим просто в холодную воду и там уже будем его варить, доводить до нужного нам состояния. Мне больше нравится в жареном виде. Насколько я знаю, это блюдо довольно распространено именно среди ялубоев, то есть в ялубойской части Крыма. И ялубои довольно часто добавляли в свои блюда вместо мяса нохуд, либо бахла. То есть любые бобовые, фасолевые культуры. Они крайне питательны, конечно, но не забывайте о том, что там довольно серьезная клетчатка и усваивается большое количество нута довольно-таки тяжело. Поэтому, дослар, не переусердствуйте. Мясо я порезал. Приступаем к курдюку. И нет, мы не приступаем к курдюку. Мы приступим сначала к казану. Поставим пока казан на рожек, потому что он у нас чугунный, большой. Много времени ему надо для того, чтобы согреться, поэтому казану. Руки помоем обязательно после того, как мясо порезали. Если у вас нет чугунного казана, постарайтесь приобрести себе именно чугунный казан. В нем все получается, ну, намного вкуснее, чем в алюминиевом. Проверено на собственном опыте. Приступим. Посмотрите, какая благодать. Просто супер. Хочется восклицать, какой кайф, что мы находимся именно в таком замечательном месте. Берем обыкновенную бумагу, пропитываем ее растительным маслом, но только так, слегка. Пропитываем, кладем это все в казан или в мангал, в чем вы там готовите, и складываем над этой бумагой шалаш из щепок. Нет, ну не отвлекаться невозможно. Посмотрите, у нас пришли барашки. У нас просто сейчас кастинг для следующего блюда, как будто они пытаются пройти. Ты мне нравишься. Ты тоже ничего. Саулнус, кельгензычун. Курдюк нарезаем быстро, потому что у нас уже все там весело трещит, потрескивает, горит. Курдюк нарезаем мелко, для того, чтобы его растопить. Топить мы его будем в масле, поэтому нам его нужно не так много сегодня. Быстренько нарезаем наш курдюк и отправляемся к казану обжаривать наше мясо. Все, курдюка, как по мне, достаточно. Пламя у нас, как по мне, тоже ничего. Отправляемся к казану. Масло, курдюк. Поехали. Масло налили. Дров подложили. Сейчас нам нужно побольше пламя, поэтому подложили дров перед тем, как забросить курдюк, и отправляем его тоже в казан. Доску протерли. Окей. Дослар, смотрите, я добавил курдюка меньше, чем обычно, потому что я его сегодня добавил так, чуть-чуть, для запаха, для аромата. Мы в основном готовим сегодня на масле, не на вытопленном курдюке. Потому как блюдо, приготовленное полностью на курдюке, довольно быстро
покрывать такой пленкой, если остынет. Мы его, конечно же, скушаем сегодня горячим, но это так, информация специально для вас. Пока масло у нас калится, мы приступим к нарезке лука. Лук нарежем для нашего блюда. Нарезайте его полукольцами, перьями, как вам удобно. Я люблю полукольцами. Так, Дуслар, я слышу, что у нас там уже очень весело потрескивает в казане. Надо проверить наш курдюк. Угу. Так, отлично. Отлично. Курдюк у нас уже зашкварчал. Еще немного, и мы его достаем. Но достаем мы уже не курдюк, а достаем мы уже сызых. Супер. Сейчас дойдет наш курдюк. После этого отправляем мясо и лук. И берем морковку. Разрезаем ее на две половины и режем вот таким вот образом. Отсюда крест и отсюда. Отсюда продольно и отсюда. Чтобы у нас получились не классические дольки, а такие, более крупные. Курдюк свое дело сделал. Теперь отправляем в казан мясо обжаривать. Предварительно... О-хо-хо! О, да! Ох, какой аромат! Один из самых любимых моментов, когда мясо опускается в раскаленное масло, это шипение, это шкварчание, этот аромат, это просто нечто. Это просто супер. Отлично. Мясо мы забросили, отправляемся за стол и будем добавлять лук. Так как у нас есть несколько минут, дадим мясу хорошенько прижариться, обрасти этой золотистой аппетитной корочкой, мы нарежем еще и чеснок. Чеснок также в нашем блюде будет. Еще по желанию, для тех, кто любит поострее, можно добавить перец чили. Я, например, люблю. Скоро к казану мы вернемся, проверить, как оно там. Так, еще немножко. Как-то даже неловко готовить при них. Такое чувство, что они смотрят на меня осуждающе. Так. Добавим немного жизни нашему огню. Так, а мясо-то у нас уже почти готово. Пора добавлять лук. Ну-ка. Так, ну в принципе, да, можно отправлять лук. Этим и займемся. Дайте я ее покормлю, пойду, пожалуйста. На. Да, вот груша это то, что нужно. Ух ты, какая ты прикольная. Добавляем лук. Так, супер. Ох, лук с мясом это вообще отдельная любовь. Мне иногда кажется, что вот просто нужно придумать блюдо лук с мясом или мясо с луком. По-моему, это все, что нужно. Да.
Все, дадим луку теперь прижариться также минут 5, не больше. Супер. Отлично. Так, морковь, чеснок готово. Есть. Сейчас отправим. Томаты. Важный момент насчет томатов. Можете добавлять, можете нет. Я люблю этот соус, который остается в конце. Он прям в него макать лепешку, хлеб. Это отдельное удовольствие. Как от него можно отказаться? Никак. Я не готов, поэтому я добавляю сегодня томаты, морковь и чеснок. Перец чили тоже по желанию. Не забывайте, отправляемся к казану проверять, можем ли мы добавлять уже нашу морковь и чеснок. Так. Лук у нас тоже должен стать такого легкого золотистого цвета. И если он у нас стал такого цвета, смело отправляем туда морковь и чеснок. Вот так. Даем маслу полностью пропитать и морковь, и чеснок, каждый кусочек. Вот так, супер, отлично. Ждем. Добавляем томаты для цвета, для аромата, для вкуса. Отлично, вот так. После того, как прижарятся наши томаты, добавим, наконец, главный ингредиент нашего сегодняшнего блюда – нохут. Вот наш нохут, вот чистая вода. Добавляем это все в казан, добавляем специи и отправляемся ожидать, потому что блюдо будет томиться около часа, минимум час. Теперь все это хорошенечко размешиваем. Нет, еще не размешиваем. Добавляем специи и вот потом размешиваем. Важный момент, действительно важный. Соль нельзя добавлять до того, как блюдо более-менее приготовилось. Вот соль даст обратный эффект от соды. Оно сделает кожуру фасолевых, нута, либо бахла, очень твердый. Добавили кориандр, добавили черный перец. Поэтому соль приберегите. Соль добавим за минут 5-10 до готовности блюда. Важный момент, не забудьте о нем. Кориандр, черный перец добавили. Зира, моя любимая, куда без нее. Зира. Щепотку отправляем сейчас и щепотку отправим вместе с солью. Все это теперь перемешиваем, закрываем крышкой и оставляем томиться. Закрываем крышку. Я пока пойду пообщаюсь, покормлю наших замечательных животных. У нас их сегодня много в кадре. Увидимся через час. Просто невозможно насмотреться на эту утопающую в золоте долину, на наш прекрасный Крым. Но время наше почти на исходе, осталось минут 10, а это значит, что самое время добавить соль и зиру.
Начнем с зиры. Ох, 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 какая красота у нас здесь. Зиру слегка пальцами раскрошим. Так, отлично. И соль. Соли примерно на наши продукты около 1 столовой ложки. Я добавлю на глаз. Все, посолили, зиру добавили, размешали. Оставляем еще на 10 минут. И важный момент, Достлар, хочу проговорить. Мы сегодня делаем именно с соусом. Также есть классический вариант подачи этого блюда, когда вы делаете в разных емкостях отдельно соус, то есть мясо, лук, морковь, и отдельно отвариваете нут. Подаете нут, и сверху вы его поливаете этим соусом, то есть отдельно. Мы сегодня делаем в одном казане, поэтому у нас получается все вот такое вот в одной большой цельной картине. Важный момент. Кому как удобно, делайте так. Ух ты какой! Аштат Лоусон. Хрым-татар Йемеклире для животных. А вообще нохут называют еще бараньим горохом. Так просто. Интересная информация. Вот еще морковь. Пожалуйста, морковь. На. На. Идем. О, все, иду. Багышланыз. У меня там нохут. Все, увидимся. Ну ладно, на, держи. Держи. Все. Ну что, положенный час у нас истек, даже солнце нас покинуло, но мы в горах, это условности, и давайте наконец-то проверим наше блюдо, наш нохутле-эт. О-хо-хо-хо, но здесь у нас просто свое солнце, посмотрите на эту красоту. Красивое, золотистое, ах, супер. И самое главное, чтобы оно было вкусное. Правильно? Поэтому давайте как можно скорее попробуем. Красота. Отлично. Как я и хотел. Получился густой соус, просто созданный для лепешки. Лепешка и соус – это союз, созданный на небесах. Так, хорошо, пока достаточно. Слегка украсим наше блюдо. Вот такая красота. У нас тут немного ялтинского лучка. Им мы украсим наше блюдо. У нас тут кто-то звенит. Это либо снова корова, либо операторы в нетерпении уже хотят попробовать тоже блюдо. Я вас понимаю, Балар, я тоже хочу попробовать как можно быстрее. Еще немного, еще чуть-чуть. Эстетика тоже важна. Кусочек лепешки. Не буду портить общее блюдо, возьму немножко себе отдельно. Возьму себе отдельно. Чомучем. И попробую, наконец, наше блюдо. Угу. Потрясающий день, потрясающая природа, Крым и потрясающее блюдо у нас сегодня получилось, Достлар. Нохут идеальный, мясо распадается на волокна, с лучком, просто супер. И лепешка, красота. Это очень вкусно. Не могу остановиться. Мне результат сегодня очень понравился. Замечательный день, замечательное блюдо у нас получилось. Нохутле-эт.
Выезжайте в Крым, готовьте наши замечательные блюда. Я не устаю вас к этому призывать. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите Хрым Татар Yemekleri. С вами был Алим Аблаев, Аштат Волсон, Крушкенти. Ну что, балар. Вы не стопнулись еще? Стопайтесь, пойдем.